Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Чему либо для чего пришло время? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, также можете назвать свою дату рождения и задайте свой вопрос. Чему либо для чего пришло время? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моим рукам, то, что сейчас скрипнет, и о чем мы желаем узнать. Так, но у меня в центре, конечно, человек как песочные часы. Действительно, время пришло. Время пришло для серьезных перемен. Вот если вы хотели поменять свою жизнь, если вы хотели обновления и каких-то качественных и даже количественных перемен, то вот оно время и настало. Вы знаете, это непростое будет время. И непростое время сейчас в вашей жизни, конкретно вашей, кто зашел на мою отсыпку. Здесь также видно очень много тревог. У вас даже по левой стороне вот одни острые моменты происходят. И люди острые, и моменты, и ситуации острые. У кого-то даже опасные. Вот действительно опасные. А вот по правой стороне у вас идут шансы и возможности. Знаете, выиграет тот, кто не боится, и тот, кто сможет рискнуть. Если сидеть и ничего не делать, знаете, вот такой момент ожидания, такая сидит Аленушка, да, и кличет братца Иванушку, как в старых сказках, то ничего не произойдет, ничего. Возможности мимо вас так вот пролетят и улетят. А вы как сидели на том камне, так и будете сидеть и вдаль смотреть, ждать тех самых перемен. Многие из вас, вот я прям чувствую, давно просят, давно ждут, кто-то прям молится о переменах, но при этом человек ничего не делает. Понимаете, это страшно. Страшно ничего не делать. Худшее, что может сделать человек, это ничего не делать. Запомните эти слова. Хотите перемен? Время пришло. Да, перемены не будут даваться легко. Да, улучшения не будут даваться легко. Здесь нужно будет работать активно, не покладая рук, двигаться, суетиться, пробиваться. Знаете, дверь закрыта, а вы в окно. Окно закрыто, а вы в трубу. Понимаете? Здесь чем более активно вы будете себя проявлять, тем больших результатов вы получите. И это касается абсолютно всего. Касается вашей жизни, вашей семьи, вашей работы, вашего бизнеса. Вообще у кого-то может касаться даже, выживания, что ли, вашего. Какие-то вот прям опасности вот идут шаг за шагом за вашей спиной, а человек убегает от них, да, бежит на перегонки со временем. Пока бежите, вы будете успевать. Как только вы сядете, хопа, и неприятности накроют. Вот поверьте, так оно и работает. Смотрите, бег с препятствиями – это, конечно, сложно, но это возможно. Смотрите, вас высшие силы давно уже готовили к этой ситуации. Давно. У вас есть все. Ум, способности, возможности, очень серьезный запас прочности. Все те негативные моменты, которые вы в своей жизни уже пережили, они вас закалили, они вас натренировали. Вы сейчас готовы абсолютно к любой ситуации. Вы можете мне не верить, вы можете даже не верить себе, но поверьте, вы человек воли, человек, у которого железный стержень внутри.
И если обстоятельства требуют от вас конкретных, быстрых действий, ни в коем случае не сомневайтесь, действуйте. Действуйте за себя, за своих любимых, за своих близких, за свое будущее. За это действуйте. Смотрите, решили вы поменять работу? Идите, меняйте, находите, добивайтесь. Есть у вас какая-то проблема? Решайте ее. Решайте ее здесь и сейчас. Без всяких там, ну потом, ну может быть будет время, может быть какой-то момент, сейчас не готова, не хочу, там, да, нога болит, еще что-нибудь. В принципе, да, не могу собраться. Нет, так дело не пойдет. Послушайте. Вот человек, песочные часы. Тут еще, если присмотреться, куриная лапка выходит. Куриные лапки — это очень хорошие знаки, знаки удачи. Но все-таки лапка, да? Лапки что делают? Бегают, бегают. Чем быстрее и активнее вы будете двигаться, бежать, тем больше удачи вы будете получать. Это все равно, что вы запускаете какой-то вот двигатель, да, который начинает работать и разгоняется. Вот так и у вас происходит. И второй момент – это время. Время, которое работает либо на вас, либо против вас. Если вы активную жизнь ведете, то время работает на вас. Если вы пассивно ведете себя, да, пассивный образ жизни, то время работать начинает против вас. Хватит обдумывать, хватит размышлять. Время не мыслей, время действий. Запомните эти слова. Хотите жизнь поменять? Действуйте и будьте очень активны. Здесь я вижу, будет обостряться интуиция. Она уже у многих из вас очень сильно обострилась. У кого-то прям до предела возможного дошла. Вы, знаете, такие диалоги сами с собой ведете. Вы почувствовали, либо подумали, опа, это случилось. Критичные времена заставляют наш организм, нашу психику работать более активно. А эти самые времена, они наступили уже здесь и сейчас. И вы их ощущаете. Ощущаете их из телевизора, из пространства, из общения со своими, там, не знаю, близкими, родственниками, да просто с людьми на улице. Вы это ощущаете. Будьте быстрыми, будьте резкими и будьте дерзкими. Не бойтесь. Время страха ушло. Ушло и уже назад не вернется. Страх, да, он помогает выживать. Но поверьте, вот в этом случае у вас страхи должны отойти на второй план. Серьезно вам говорю. Хотели свой бизнес? Начинайте. Хотели переехать? Переезжайте. Так сложились обстоятельства, что вы вынуждены покинуть свой дом. Покидайте. Не жалейте о вещах, не жалейте о прошлом. Вам сейчас нужно думать наперед и на будущее. У многих прям дилемма будет, как поступить. Я вижу, что здесь как два варианта будут. Один, значит, с одной стороны со знаком, например, плюс, а другой идет со знаком минус. И человек будет сидеть посерединочке и думать, а что же мне сделать, а как же мне поступить. Выбирайте только плюс. Вот там, где больше перспектив, там, где больше возможностей, выбирайте. Вы знаете, что мне очень нравится в этом песке? Мне нравится, что здесь прям рука с неба идет. Вам будут помогать высшие силы, протягивать вам руки посредством каких-то чудесных событий, либо людей, которые будут нести в вашу жизнь это чудо. Такие, знаете, земные ангелы-хранители будут вам помогать. Может быть, это будет несколько человек, может быть, один, может быть, люди вообще будут разных национальностей, либо разных религий. То есть вам как бы нужно будет с этими людьми контактировать, и вы будете сами удивляться тому, как много в мире хороших, добрых людей, которые готовы и помочь, и подсказать. Следующий момент. Мне не очень нравится, что в вашем окружении очень много паразитов. Паразитов в плане людей, которые сидят, да, вот прям сидят на вашей энергетике, постоянно вами питаются. Вот время от этих паразитов избавиться. Вы знаете, уж слишком сильно много их стало, и слишком сильно они активизировались. Каждый пытается что-то свое из вас вытащить. Кто-то деньги тащит, кто-то эмоции, кто-то возможности. Понимаете? Посмотрите трезво на ваше окружение. Неважно, кто эти люди, соседи, коллеги,
даже родственники, присмотритесь, присмотритесь. И если вы чувствуете от человека прям такое вот тяжелое состояние, вот вы с человеком общаетесь, чувствуете себя тяжело, как будто бы опустошили вас. Вы там с человеком 5 минут поговорили, а как будто бы целый день в поле пахало, да, усталость прям идет. Значит, человек паразитирует. Ограничивайтесь, блокируйте контакты с такими людьми. Не бойтесь, что кто-то на вас обидится. Бойтесь того, что ваш организм на вас обидится за то, что вы теряете энергию. Целебную, нужную, полезную, важную энергию для вас. Этого нужно бояться. Вы знаете, по крайней мере, вот они, ваши паразиты, вышли. Я вижу здесь четверых персонажей, достаточно сильно сидящих на вас, вот сосущих из вас энергию. Плюс у кого-то из девочек отыграется, ну, по кольцу. Ну, это, скорее всего, супруг, который и нервы трепет, и жизнь не дает свою построить. То есть ни туда, ни сюда. Вроде как и муж не муж, да, и брак не брак. Одна болька и печалька у вас от этого человека происходит. Знаете, вот время поставить точку в таких отношениях болезненных. Либо разграничиться с этим человеком, не подпускать к себе и не подпускать к своей энергетике. Здесь у кого-то очень сильно отыграются страхи за ребенка. Ребенок. Это может быть и маленький ребенок, а может быть и взрослый ребенок. Кто-то может быть, ну, как связь утратит, да, либо связь как общение, да, утрачена, и вы не знаете, где, что и как, либо как на разных языках говорите, да, ваш ребенок вас не слышит, не понимает. То, что он вам говорит, вам непонятно. Вы не понимаете его взгляда, вы не понимаете, что им движет, что у него там в голове происходит. И то же самое отношение у ребенка к вам. То есть вы для него там устарели, живете какими-то идеалами для него просто непостижимыми. Значит, мои хорошие, в левой стороне это выходит, это все-таки от беса идет, от беса, поэтому здесь нужно, во-первых, молиться. Причем молиться вот от сердца горячо. Я всегда всех учу, постоянно об этом говорю, чуть ли уже не на каждом гадании своем говорю. Самое сильное оружие против негатива, против бесовства, против каких-то даже вот своих внутренних негативных, деструктивных установок — это молитва, и молитва от сердца. Да, я честно скажу, что это сложно. Сложно молиться от сердца, потому что людьми все-таки правит разум. А вы пробуйте, пробуйте. И с каждым новым разом вам все будет легче и проще открывать свое сердце Богу. И молиться не по уму, но по сердцу. Поверьте, такие молитвы, они самые эффективные. Очень часто люди думают, что ох, мне в жизни плохо, не везет, найду-ка я себе там мага 105 уровня, который мне там судьбу поменяет, либо жизнь изменит, либо снимет с меня какую-то негативную программу. Я вам честно говорю, я практикую уже больше 26 лет, и я вам честно говорю, 50% это работа специалиста. И 50% это ваше усилие и ваше стремление. Каким бы ни был специалист, там, не знаю, крутым, не знаю, супермагом, да, Мерлин вернулся в наш мир, ну не получится. Невозможно влезть в судьбу и жизнь другого человека, все там почистить, переделать, сказать, вот, пожалуйста, вам конфетка, забирайте. Нет. Если маг либо специалист что-то делает, старается, но человек при этом ведет себя абсолютно пассивно и продолжает свой обычный рутинный образ жизни, не прибегая, да, к очищению, к просьбам, да, откупам, но ничего не получится. И если вам кто-то говорит, что нет, это все, я могу там за один сеанс все поменяю, все изменю, бегите от этих людей. Бегите, не стоит тратить ни время, ни деньги на таких людей. Я все время, кстати, думаю, да, записать вам видео, как вам определить человека, который вам действительно может помочь. Просто вижу по песку, очень часто вижу, не только в песке, что очень многим людям нужна такая помощь. И вот прям фокус, да, у человека, что ну кто? Я обычный человек, что я могу? Я ничего не могу. Мне нужно специалиста, который там рукой махнет, и все у меня в жизни поменяется. Нет, так не бывает, мои хорошие. Здесь должна быть работа с двух сторон. И специалист должен работать, и человек должен работать. Нет специалиста, пробуйте сами.
Это ваша жизнь и ваша судьба. Вы сами должны за нее отвечать. Поверьте, вот если человек делает сам, ну да, это, конечно, сложно, но эффективно. Намного эффективнее, чем вот довериться кому-то и самому ничего не делать. Так, ну немножко отвлеклась. Ладно, возвращаемся. Смотрите, здесь у кого-то любовь начнется. Время для любви пришло. Знаете, причем начнется у той женщины, которая о любви и не думает. Ну, как-то в жизни у нее много каких-то бытовых вопросов, бытовых проблем. Больше думает она за будущее, чем за любовь. А вот раз и любовь придет. Причем любовь придет, знаете, от человека вот чем-то похожего с ней. То есть человек тоже особо любви не ищет, тоже живет какими-то мирскими заботами и делами. Вот они встретятся по какому-то вопросу, что-то их будет объединять, либо дело какое-то объединять, либо вопрос какой-то будет объединять, разговорятся, пообщаются, приглянутся друг к другу. И здесь родится любовь, настоящая, чистая и светлая любовь. Самая прекрасная любовь, вот знаете, любовь всей жизни, вот так можно назвать. Замечательный союз и замечательный брак. Присматривайтесь к людям, которые вокруг вас. Первый взгляд вы не заметите, а вот со второго взгляда вы поймете, что ох, какой прекрасный человек. И мужчина это тоже посмотрит на вас, с первого взгляда не поймет, а со второго сразу же вас узнает, скажет, да, вот эта женщина моей мечты, вот ее я ждал, надеялся на нее. Себе такую вот женщину я представлял в пару, в семью, в отношения. Здесь очень, кстати, прям такие теплые отношения могут. Здесь у меня женщина вообще как невеста идет. Причем, знаете, как отыграться может? Может быть, женщина не совсем, но готова будет к браку. У нее как на одной руке дети, а на другой руке кольцо. То есть, может быть, у нее был уже тяжелый брак, может быть, она боится того самого брака. Плюс, опять же таки, ответственность за детей. Но, мои хорошие, все-таки чаша с кольцом идет. Значит, вы полюбите, и вас полюбят. Не отказывайтесь от любви, не отказывайтесь. И вы знаете, вот поверьте, вашим детям будет намного лучше, если мама будет счастлива, если мама будет улыбаться, светиться от счастья, чем мама грустная, сама на себе, как лошадка, все тянет. Здесь мужчина такой ответственный идет. Он полюбит женщину, полюбит ее детей, примет как своих. Он даст вам что-то, даст вам, возможно, дом, возможно, он как-то финансово будет у вас складываться. То есть мужчина, который расправляет, вот он расправляет крылья, да, и берет под крылья всех ваших близких, вас, ваших деток. То есть мужчина как даритель, что ли, идет, даритель новой жизни, либо дома. Вот он дарит, дает. Так что, мои хорошие женщины, ну вот видите, как Боженька вам посылает возможность любить и быть любимой. Не упустите этот шанс. Вы знаете, вы потом себе не простите. Вы этого мужчину не сможете забыть. Вы будете постоянно к этому возвращаться и думать, почему же я не дала шанс этому человеку? Почему побоялась? Почему вот я решила, что мне это не нужно, либо не подходит. Чтобы не было сожаления, попробуйте. Вас никто сразу не заставляет замуж выходить. Да? Попробуйте пообщаться, поговорить с человеком. Авось и все ваши страхи уйдут и разойдутся. Дальше идем. Здесь интересный такой момент, связан с негативом. Но я все-таки расскажу. Здесь больше похоже на какое-то мошенничество. Вот такое впечатление, что кто-то из вас как будто бы попал в паутину мошенникам. То есть люди уже вокруг вас, ну, грубо говоря, с бубном ходят, да, поют эти ритуальные песни и вас гипнотизируют. Вы уже как будто бы кто-то вот из вас, либо, может быть, из ваших близких оказался в этой ситуации. То есть в самом эпицентре событий человек находится. Вот прозрение придет за 2 минуты до краха, понимаете? То есть вам не дадут
либо сделают все для того, чтобы вы в последний момент могли выскочить из этого поезда, который идет никуда. Сейчас вы мчитесь на каком-то скоростном поезде в страну под названием, да, «Страна дураков». Уже люди вокруг вас эти сети расставили, уже они вас, грубо говоря, практически по ногам, по рукам спутали, но будет вспышка и будет озарение. Знаете, вам дадут знать, щелчок будет, дадут знать, что это обман. Либо человек вам какой-то скажет, да, что вот обманывают, не верь. Либо у вас сон какой-то будет, да, связанный с тем, что вот обман, приснятся вам эти мошенники. Либо вы даже, может быть, какой-то кусочек своего будущего увидите. В последний прям момент, за 5 минут, да, до остановки, вы прям поймете, что происходит. И я так скажу, что многие прям выскочат из этого обмана. Ну а кто обманут уже, либо, ну, скажем так, неизбежность, я не буду обманывать, тут у кого-то прям неизбежность идет, а человек уже, в принципе, сам понимает. С последних, да, мыслей, что, может быть, все-таки это все правда, нет, где-то тут обман присутствует, и вы с этим столкнетесь, уже столкнулся кто-то, то это вам очень серьезный урок. Урок на ваше будущее. Вас обманут в малом, чтобы в будущем вы избежали большого обмана, большого мошенничества, чтобы не были втянуты в какие-то большие грязные игры. Вот для этого ситуация это происходит. Не думайте, что вас наказывают. Нет, вас учат и вас воспитывают. Я вас очень прошу быть поаккуратнее. Поаккуратнее с теми людьми, с кем вы сейчас общаетесь, кто вам обещает золотые горы, какие-то возможности, какие-то перспективы. Всегда старайтесь думать рационально. Это очень важно, чтобы не лишний раз, да, не переживать какие-то плохие экспириенсы. Лучше изначально к этому подготовиться, отгородиться от мошенников и лжецов. А они в вашем пространстве присутствуют. Если вас предупредят, замечательно. Если вы, ну, скажем так, станете жертвой каких-то, либо уже стали жертвой каких-то нехороших людей, но это наука, которую нужно было пережить. Это урок, да, может быть неприятный, но поверьте, это серьезная база, подготовка на будущее. В будущем, когда люди попытаются что-то вас там обмануть, либо обхитрить, вы будете готовы, и вы не станете жертвой, ну, мошенников. Ну, как-то так идет. Так, еще важный момент касается человека на расстоянии, не знаю, вот кто родственник, кто-то из родственников, человек на расстоянии. Человек очень нуждается в помощи. Помощь, либо доброе слово, либо просто внимание к своей персоне. Если вы давно не общались, не виделись со своими родственниками, прекрасный момент, прекрасное время для того, чтобы возобновить родственные связи, дружеские связи. Поищите, перелистайте свою телефонную книжку, вспоминайте каких-то вот своих друзей, родственников, людей, с которыми вы давно не виделись и о которых ничего давно не слышали. Прекрасное время на то, чтобы пообщаться, созвониться, поискать друг друга, встретиться, тоже будет замечательно. Здесь вам очень важно будет укрепить связи, которые у вас есть с другими людьми. Неважно, родственники либо друзья. Эти связи, они вам в будущем помогут. Я не могу сказать, каким образом, но через эти связи вы будете получать ресурсы. Ресурсы могут быть разными. Это может быть и энергетика, и нечто материальное, что можно получить, пощупать, какую-то, потому что физическая, да, какая-то помощь может быть оказана. Поэтому, мои хорошие, время вспомнить всех, кто сейчас с вами на расстоянии, с кем вы не имеете тесного контакта. Не бойтесь первым позвонить и о себе напомнить. Это не страшно, это не стыдно, а наоборот, это принесет вам пользу. Дальше новости у вас будут, новости, которые очень сильно влиять будут на ваше настроение и на ваше состояние. Но сразу хочу сказать, да, что новости, конечно, новости, но жить нужно по своему уму. Мне очень не нравится то, что я вижу у вас слишком много влияния со стороны общественности, со стороны комьюнити, в котором вы находитесь. Как будто бы
вы преуменьшаете свою значимость. А время-то наоборот пришло для того, чтобы расти, чтобы развивать все свои способности, все свои умения, для того, чтобы стать, знаете, как каким-то универсальным солдатом, человеком сильным, смелым и стабильным. Поэтому, мои хорошие, отсеивайте информацию. Не позволяйте каждой какой-то грязной утке влетать в ваши уши и проникать в ваше сердце. Старайтесь в каждую вот полученную там весточку, сообщение, слово, новость взвешивать на своих внутренних весах и понимать, что для вас несет эта новость, позитив или негатив. Отбрасывайте то, что вам не нужно. Принимайте только лишь то, что вам помогает. Прислушивайтесь, присматривайтесь, не принимайте информацию за чистую монету. Дальше, мои хорошие, вот здесь мужчина вышел такой, знаете, ну как сказать, разочарованный, что ли, либо отчаявшийся. У мужчины очень сложный период в жизни происходит. Мужчина совершил очень много каких-то поступков, ну, нелицеприятных. Как-то он неправильно поступал. И он это понимает, и понимал и раньше, но как будто бы ничего с собой поделать не мог. Творил, как будто бы в каком-то угаре, да, в каком-то бесновании, в каком-то творил какие-то ужасные дела. Может быть, плохо относился к вам, может быть, с вами плохо поступал, может быть, с кем-то другим. То есть человек запутался, заблудился и попросить даже помощи не может. Значит, смотрите, вот у вас с этим человеком будет очень серьезный разговор. Невероятно серьезный. Такой, знаете, тяжелый, я бы даже сказала, разговор. Но он будет. И не идите на этот разговор с камнем в сердце. Не идите. Постарайтесь немножечко абстрагироваться от своей роли в этой ситуации. Посмотрите под другим углом. И относитесь к этому человеку как, ну, как больному, как раненому, не знаю, как правильно сказать. Неадекватному, что ли, да, но не в плане негатива, а в плане, что человек сам собой не владеет. Человеку помогать надо. Не ругаться, не дистанцироваться, а нужно будет помочь. Он сам не попросит. Нет, слишком гордый, эго такое, знаете, огромное, как трехэтажный дом. Но если вы предложите эту помощь, он от нее не откажется. Вот у кого-то отношения были очень тяжелыми, невероятно тяжелыми, а сейчас пришло время для того, чтобы полностью обновиться и обнулиться, забыть весь негатив и всю грязь, которая произошла. Вот просто забыть, как будто бы и не было. Вам вообще не ругаться нужно, а наоборот объединяться и усиливать друг друга, и усилия друг друга, да? То есть как укреплять фундамент, на котором построен ваш дом, ваша семья, либо ваши отношения. У многих отыграется, что блудный муж вернется, да, либо мужчина, который, знаете, таким кузнечиком туда-сюда прыгал из кровати в кровать, от женщины к женщине. А тут на тебе припекло, придавило, и о вас вспомнил. Не спешите его гнать, дать хотя бы возможность поговорить. Но у вас по судьбе этот разговор. Время пришло для этого разговора. У кого-то даже очень много времени прошло между последних ваших каких-то встреч, общений. Поэтому придется все-таки говорить. Ну, так вот судьба сложится, да, загонят вас в какое-то одно общее пространство, где вам никуда друг от друга не деться, и придется прям таки пообщаться. И вы пообщаетесь. Но все будет зависеть от вас, от вашего настроения и от вашего желания. Так, мои хорошие, кому-то еще родственники будут проситься. Либо родственники, либо друзья будут проситься либо к вам в дом, либо чего-то от вас просить. Может быть, чего-то материального, может быть, там денег могут попросить. Не отказывайте. Они просят не от того, что они там
в поисках лучшей жизни, да, джиру бесятся. Наоборот, эти люди будут в крайней нужде. Может быть, это даже не ваши родственники, а какие-то знакомые, каких-то знакомых. Даже так может отыграться. Но они придут именно к вам, на ваш порог. И у вас они будут просить помощи. А это будет не просто так. Это будет проверка от высших сил на вашу человечность. Вот вы ведь часто просите высшие силы. У вас у всех есть желания, вы все их загадываете. Вот и высшие силы проверят вас, насколько вы можете исполнить чье-либо желание. К вам придут люди и будут просить вашей помощи. А вы уже будете, вот знаете как, я не могу сказать, что вы будете отрывать от себя, но то, что будут просить, для вас будет весомо. То есть это не просто тогда милостыню подать, либо там кусок хлеба дать. Это будет то, чем вы должны будете как пожертвовать, что ли, да. То есть от чего-то вы откажетесь ради других людей. Это будет ваша проверка, и вам зачтется уже на вашу мечту, на исполнение вашей мечты. Так что, мои хорошие, будьте добрее, пусть сердца ваши будут открыты, пусть в них будет добро, любовь, и пусть в ваших сердцах не будет страха. Чему пришло время, так это избавиться от страхов, избавиться от сомнений, поверить в себя, прокачать свою личность, причем на несколько уровней вперед. Это нужно сделать, и вы это сделаете. Здесь это не судная идея, нет, это еще не он, но поверьте, вот как вы переживете этот период, а этот период будет длиться где-то 30-40 дней, у кого-то 30, у кого-то 40, но вы ведь будете чувствовать. В это время будут неспокойные какие-то моменты, вы сами себя понимать не будете. Здесь могут быть вспышки эмоций, здесь могут быть колебания в здоровье, и также психика будет колебаться. Но тем не менее, мои хорошие, время это все-таки чудес и будущего. Вот именно в эти дни вы будете выстраивать дорожку в свое будущее, в свое исполнение и в свое счастье. Будьте внимательны к тем, кто вас окружает. Может быть, кому-то действительно нужно присмотреться и кого-то нужно забанить, да, чтобы человек не лез в вашу жизнь, чтобы не тащил вашу энергетику. А кому-то, наоборот, нужно будет протянуть руку помощи, дать еще один шанс и постараться помочь. Мои хорошие, не упустите свои возможности. Если вы давно мечтали, хотели, начинайте активно действовать. Это ваше время, время вашего перерождения. Поверьте, это шанс, который нельзя упускать. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.